Добрый день, дорогие друзья! С вами Гульнур, и вы на канале Школы Подмастерья. До этого на своем канале я выкладывала только одно видео на русском языке. Основные видео я выкладываю на башкирском языке. Дорогие друзья, я уже разъясняла, что открыть свой видеоканал я решила с той целью, что я хотела общаться с другими рукодельницами на чистом башкирском языке. Потому что многие термины, которые употребляются на башкирском языке по поводу рукоделия, вышивки или иных видов прикладного искусства, они как-то забываются. В наш язык также проникает много русских слов, много других иностранных слов, а мне хотелось все-таки внести свою лепту в сохранение нашего башкирского языка. Однако, как я объясняла в предыдущем видео на русском языке, многие ко мне обращались, а почему я не снимаю видео на русском языке? Я объясняла, что я хочу как бы на башкирском снимать, русскоязычный YouTube, он и так переполнен, слишком много там известных блогеров, я обо всем этом уже говорила, но тем не менее люди мне говорили, что было бы интересно смотреть видео знакомого человека, не все из моих знакомых понимают башкирский язык. И я решила попробовать снять видео на русском языке. Да, просмотров мало, подписчиков у меня мало, но тем не менее я решила попробовать продолжить. И я хотела снимать видео через каждые 2 недели. Последнее видео я выкладывала в октябре. К сожалению, у жизни свои законы, не всегда все получается так, как мы хотим. И вот снимать видео у меня не было возможности. Сейчас уже все хорошо. Я надеюсь, что я смогу активнее снимать видео. Я не даю слова, но тем не менее, все-таки я хочу попробовать снимать видео почаще. Вот посмотрим, насколько активно я буду осваивать мастерство снятия видео, съемки видео, и как у меня получится. Пока ничего не хочу не обещать никому, ни себе, ни другим, но посмотрим, как все получится. А сегодня, все-таки с учетом того, что сегодня уже 30 декабря, у нас уже практически наступает Новый год. Всех вас хочу искренне поздравить с наступающим Новым годом. Пусть наступающий Новый год, год тигра, будет хорошим, добрым, пушистым. Пусть он не рычит, пусть он будет покладистым, нежным. И я очень хочу всем вам пожелать крепкого здоровья, исполнения желаний, чтобы в ваших семьях все было хорошо, чтобы в ваших домах все было хорошо. Хочу вам прочитать открытку. Волшебного всем вам Нового года! Если очень хочется чего-то, если сердце зимней сказки ждет, пусть скорее все осуществится и желание исполнит Новый год. Я нашла интересный стих вот в этой открытке с такими смешными дедами. В новом году жизни послаще, радости почаще, работы попроще, кошелька потолще, объятий пожарче, дней поярче, отпуска подольше, а счастья побольше. Пусть Новый год принесет нам только все хорошее. И сегодня, дорогие подружки, друзья, хочу вам рассказать о своих процессах. Я уже неоднократно говорила, что я начинающая вышивальщица, опыта у меня совсем-совсем мало, но тем не менее я считаю, что, наверное, видеосъемки могут снимать не только опытные вышивальщицы, а те, кто еще набирается опыта, рассказывает о своих ошибках или наоборот же о своих там находках. Я очень люблю смотреть видео опытных вышивальщиц, потому что многие из них делятся своим опытом. Вот читаю там комментарии, многие пишут, что видео слишком подробное, кому-то не нравятся подробные рассказы про нитки, про ткань, про стежки. А мне, наоборот, все это интересно, потому что я все это стараюсь запомнить, что-то полезное для себя оттуда взять. И я думаю, вот как новичок, если я буду говорить о своих впечатлениях, о некоторых процессах,
о некоторых сюжетах, да, о сложностях, с которыми мне приходится встречаться. Возможно, для кого-то это тоже будет интересно. Возможно, кто-то из новичков где-то там останавливается на полпути, да, стесняется. Возможно, для кого-то из таких рукодельниц, которые недавно начали заниматься вышивкой, возможно, мое видео будут для них поддержкой. Я буду очень-очень рада, если с кем-то я сдружусь, потому что из моего окружения мало кто занимается вышивкой. Найти подружек по рукоделию, даже если они у меня будут виртуальными, это тоже одно из основных желаний. Сейчас хочу рассказать вам о своих процессах, которые, оказывается, у меня поднакопились. Я даже и не думала. Вот, сделала ревизию своих процессов, когда готовилась к этой съемке. И я думаю, что это неплохо. Это меня встряхнуло и заставляет меня наметить новые цели для работы в 2022 году. Хочу начать свой рассказ вот с этого сюжета. К сожалению, превью я уже не помню, куда положила, и просто-напросто сегодня уже вечером после работы я не хотела искать. Вытащила просто вот эту канву. Я многократно уже говорила в своих видео, что про вышивку я вспомнила в 2020 году, когда началась пандемия. Извиняюсь перед всеми, глубочайше извиняюсь, потому что оказалось, что я была не совсем, как сказать, как правильно сказать, оказывается, я немножко наврала. Вот, если сказать прямо, то получается так. Дело в том, что я говорила, что увлекалась вышивкой в школьные годы, и когда я осваивала магазин AliExpress, я выписала вот эту вышивку в 2016 году. И я начала вышивать ее в 2016 году. Но тогда мне было очень сложно разобраться в этой вышивке, потому что там все написано на китайском языке. Я ничего не понимала, все делала наугад. И вот здесь вот эту кашу символов мне было очень трудно разобрать. К тому же я же привыкла читать все по схеме, а тут все на канве. А я, как вам сказать, как ребенок, который впервые столкнулся с азбукой, да, все начала с бумажки читать, со схемой, нет бы разобрать вот эти все символы на канве. И мне тогда было очень трудно разобрать. Вот если кто-то внимание обратит, да, на канву я смотрела, на все эти символы рассматривала, пыталась их разобрать, в конце концов не смогла, перешла на бумажную схему. Вот здесь вот некоторые символы, они очень похожи. Вот, видите, наверное, сразу. Опытные, наверное, сразу понимают, о чем я говорю. И как-то у меня в голове каша. Я не могу понять. Вот если они вот так расположены, вот эти символы, да, вроде как все понятно, что они отдельные, разные. Но вот если они вот так на ткани, иногда ты начинаешь путаться и ошибаться. И я все это отложила. Но вот сейчас хоть немножечко, хоть чуть-чуть, но у меня есть опыт, и мне уже проще разобрать, где какой символ, и проще вышить. И вот сейчас у меня есть активные процессы. После завершения этих активных процессов я буду продолжать этих лебедей. Я их вышью и хочу их оформить и повесить на стену у нас в спальне. Так, один из основных сюжетов, который я вышивала начала в прошлом году и вышивала в этом году, это вот такой сюжет от фирмы Joy Sunday. Я очень плохо владею английским языком, вернее сказать, вообще не владею. В свое время я изучала немецкий язык, скажем так, несколько поверхностно. И я не умею читать на английском. У меня произношение очень грубое, неправильное, поэтому я даже пытаться не буду. Примерно я перевожу это название, что это зимняя сцена зимней ночи 2. Не знаю, насколько я права. В тот момент, когда я, скажем так, осваивала магазины вышивки на AliExpress, я понятия не имела, что приобретаю реплику на оригинальный набор.
Оказалось, что оригинальный набор выпускается фирмой Dimensions. Я этого не знала, к сожалению. Но, тем не менее, даже этот набор с Алиэкспресс, он очень хорош. Он неплохой, он мне нравится. Я его вышила. Конечно же, вы увидите много-много ошибок. Но, тем не менее, это моя работа, это мой труд, мои старания. Я не стесняюсь. Как говорится, никто в мире не рожден мастером. Все приобретается с опытом. Вот, я его вышила, но после того, как я завершила полную вышивку, да, я приостановилась. Возможно, кто-то вышивал, возможно, кто-то меня поймет. Когда приобретала вот эту вышивку, меня привлекло, во-первых, наличие оленей в сюжете, я их обожаю, а во-вторых, вот это отражение в воде. Оно очень реалистичное, очень красивое. И мне кажется, в вышивке сам сюжет, он смотрится даже намного лучше и шикарнее. Конечно, нитки были тоненькие, и там было написано вышивать в 2 сложения. Вот 14 каунт. Сейчас я вам сдвину, может быть, вам не видно. 14 каунт вышивать нитью в 2 сложения. Размер 21 на 30 сантиметров. Я так и вышивала в 2 сложения. Но, во-первых, видны все просветы. Но думаю, это не так страшно, не так критично. Все-таки я пока учусь. Но сам сюжет получился неплохим. Он мне нравится. Почему я его до сих пор не завершила? Я вот сейчас не взяла с собой схему. Получается, что в этой работе очень много бэкстича. Вот обратите, пожалуйста, внимание. Вот видите, вот этот бэкстич на воде я его сделала, потому что его очень легко было разобрать. Но очень много бэкстича на этих деревьях и вот на самом здании. Я могу попутать и кого-то оскорбить, поэтому не буду произносить. Я их путаю. Мне кажется, это церковь. Вот религиозные здания, я их путаю, прошу прощения. Поэтому я просто скажу, что это здание. И я не смогла вышить бэкстич, потому что в схеме, если я сейчас правильно помню, 7 цветов бэкстича, и эти цвета очень-очень похожие. Я не могу разобрать на схеме, какой же этот цвет. То ли это красный, то ли это оранжевый. И я отложила эту работу, решив, что я буду вышивать его по выходным, по утрам. Вот, пока приостановилась. Но все-таки в будние дни, когда приходишь с работы и есть некоторое время для самой себя, охота уже что-то дальше вышивать. А я, как пару к этому сюжету, уже приобрела тоже так же с Алиэкспресс другой сюжет. Арктическая ночь. Он такой красивый, он такой шикарный. Я его приобрела, и я начала его вышивать, и уже я просто-напросто не стала отвлекаться на бэкстич сюда. Я решила, что я оба сюжета вышью до конца, и после этого я сделаю на обоих картинах бэкстич, и их буду оформлять. Я в предыдущем видео говорила, что я живу в деревне. У нас нет ни багетных мастерских, ничего. Я просто их оформлю сама в рамке, как смогу. Так, хочу еще сказать, смотрите, вот этот сюжет я вышивала на белой канве по схеме. Достаточно долго и продолжительно, потому что опыта мало, схему нужно уметь читать. И времени на вышивку у меня мало. А вот эту я приобрела набор уже с нанесенным на канву рисунком. Прошу прощения за ошибки в речи. Вот. Когда я смотрю YouTube, смотрю видео других вышивальщиц, многие говорят, что на канве с нанесенным рисунком они вышивают по цвету ниток. То есть кто-то начинает сверху и идет вниз, как там картина идет, кто-то наоборот снизу начинает и потихоньку двигается вверх, а кто-то начинает с одного определенного цвета полностью, именно один определенный цвет вышивает по всей картине, потом берет следующий цвет и дальше вышивает по всей картине и так далее. И я пробовала вот этот сюжет вышить именно таким образом. Вот что у меня на сегодняшний день получилось. Вот. Совсем близко преподнести, наверное, не смогла.
Вот смотрите, что у меня получилось. На сегодняшний день я вышила с 1 по 19 цвет. Все цвета. Вот здесь чуть-чуть пропустила, я его вышью. И еще где-то. И вот здесь чуть-чуть пропустила. Я прошу прощения, что пальчиком показываю. Извините, пожалуйста, совсем я забыла взять с собой или ножнички, или карандашик. Извиняюсь, очень извиняюсь. Все-таки отсутствие опыта сказывается. Постараюсь в будущем учитывать все нюансы при подготовке к съемке видео. Вот, мне осталось здесь вышить вот 20 цвет. Вот здесь в небе зеленый, да? Осталось вышить 21 цвет. Вот крыша. Вот здесь местами. И осталось вышить 22 цвет. Вот здесь оно. После этого я уже буду вышивать бэкстич на обоих сюжетах. Вот на арктической ночи и на сцене зимней ночи. И я их буду оформлять. Они мне очень-очень нравятся. Так, продолжу дальше. Какие все-таки красивые, сказочные зимние ночи. Очень-очень нравится. Так, продолжу дальше. Вот этот сюжет абсолютно незатейливый. Набор очень дешевый, также выписан с Алиэкспресс. И я его начала. Начала я его, скажем так, спонтанно. Дело в том, что как раз на почту пришла посылка, я эту посылку забрала. Поехала за дочкой, и мне пришлось сидеть ее ждать. И в это время все-таки вот не знаю, чем заняться. Все-таки просто сидишь, ждешь, время есть, скучно, надо чем-то заняться. Я просто вытащила набор. Поэтому прошу меня понять и простить. И я начала его вышивать, потому что мне сюжет очень нравится. У меня даже канва, как видите, она не оверлочена, она пришла такая. Я вытащила нитки, иголку, начала вышивать. Но так как у меня там были другие активные процессы, этот процесс у меня как стоит на паузе, так и стоит. Я его буду вышивать обязательно. Я сниму с этих пялец, потому что сами видите, что эти пяльцы, они великоваты. Я оверложу эту канву, и я обязательно буду вышивать этот сюжет, потому что он мне очень нравится. Кстати, я понимаю, что это реплика, но я не знаю, кто является оригинальным производителем данного сюжета. Мне очень нравится. Вот смотрите, идет такая дорожка, да, к озеру. Везде клумбы, цветы, скамейка, беседка, небо такое шикарное. Мне очень нравится. Обязательно буду вышивать. Так, после китайских наборов, когда я уже активно смотрела вышивальный YouTube, мне захотелось попробовать российских производителей. Я там уже потихоньку начала выписывать разные наборы, в том числе и российские. И я захотела попробовать вышить российских производителей. Это фирма Алиса, малышка-рукодельница. Кстати, приобретала я этот набор с интернет-магазина у Аннушки. Такой шаловливый котенок, непоседа, который не терпится заняться вязанием, поиграть с клубочками. Я начала, но вот совсем немножко вышила, и работа приостановлена пока на паузе. Обязательно буду вышивать. Мне очень нравится. Во-первых, мне так понравилась канва российская. Цвет такой приятный. Нитки мягкие, шелковистые. Очень понравилось. Я обязательно буду вышивать. После того, как я начала вышивать арктическую ночь с рисунком, нанесенным на канву, я также выписала вот этот сюжет от Joy Sandy. Это пионы. Но уже когда посылка была заказана, когда она уже ехала ко мне, все-таки я же через YouTube в основном знакомилась с вышивкой, с производителями.
я узнала, что это реплика на российскую фирму Алиса. Ну, альбом говорю, прошу прощения. Набор уже был заказан, он уже ехал ко мне, я уже не стала, скажем так, никуда убирать. Я решила его вышить. Тем более, что тут рисунок нанесен на канву, как бы для начинающих вышивальщиц очень даже хорошо руку набить. И я время от времени вышиваю этот набор. Вот смотрите, тут совсем-совсем небольшой участок вышит пока на сегодняшний день. Дело в том, что этот набор, он у меня идет как дорожный. Я объясню. У меня работа связана с поездками. Иногда поездки бывают продолжительные, иногда бывает не очень, но достаточно часто мне приходится выезжать, и я провожу время в машине, в дороге. Естественно, это скучно. Вот охота чем-то заняться, пока ты едешь в машине. И этот процесс я взяла как дорожный. Но если некоторые вышивальщицы говорят, что они с удовольствием вышивают в машине, то мне это немножко проблематично. Потому что не всегда свет хороший в машине, во-первых. Во-вторых, живу я все-таки в деревне, поездки мои, они происходят в основном и по деревенским дорогам, где ямы, ухабы и все остальное. Там, конечно, даже и речи быть не может. Но, тем не менее, этот набор тихо-тихо продвигается. Я намерена в будущем году продвигать его более активно. В конце этого видео я расскажу вам о своих, не то что планах, да, о своих желаниях и намерениях. И этот процесс я тоже озвучу. Совсем недавно у меня была поездка, причем с продолжительным пребыванием именно в дороге. И я взяла с собой вот этот процесс. Хочу сказать, что этот сюжет я также увидела на Алиэкспресс. Он мне очень понравился. Для меня это райский сад. Красиво, очень красиво. Я любуюсь, не могу. Мама на день рождения подарила мне денежку. Сказала, используй на то, на что хочешь. И часть этих денег я использовала на покупку набора для себя. Этот сказочный сюжет мне очень нравится. Тут есть все. И домик, и беседка, и цветущие деревья. Очень-очень много цветов. Яркие, светлые окна в этом доме. И гуси, и лебеди. Все очень красиво, шикарно. Мне очень-очень нравится. Но именно на этот набор на Алиэкспресс отзывы были разные. Кто-то говорил, что это полный прогон. Схема очень плохая. Рисунок получается нечеткий. Кого-то вообще не устраивал этот набор. У кого-то мнение было другое. Говорили, вернее писали, что картина получается достаточно красивой, реалистичной. Нравится. То есть мнения были разные. Были и за, были и против. Я вот решила рискнуть и все-таки купить, потому что мне рисунок очень нравится. Вот. И в дорогу на продолжительную поездку я взяла с собой именно этот сюжет, потому что на пионах каунт 14, он достаточно мелковат. А тут 11 каунт, он крупный, его в дороге во время движения вышивать проще. И вот пока ехала, я выбрала один цвет. Думала, что вышью больше, но так получилось, что времени я смогла уделить меньше вышивке, да, во время движения. Я взяла 44 цвет. И вот так я его вышивала в дороге. Вот немножко, но все-таки есть. Попробовала, то есть начало есть, старт есть. Точно так же по поводу этого процесса свои намерения я вам хочу озвучить. Еще хочу вам рассказать о двух своих процессах, которые уже завершены, это уже финиши. Вот смотрите.
Я знаю, что это немножко даже детские сюжеты. Знаю, что они очень простые, но они мне так нравятся. Дело в том, что в Инстаграм я подписана на официальную страницу искусницы, фирма «Искусница». И вот в октябре они на своей странице выложили такую информацию, что дают старт СП с Алисой по грибы. Ой, прошу прощения, с искусницей по грибы. И там они писали: если вы хотите принять участие в данном СП, но у вас нет наших сюжетов с грибами, мы можем их выслать. Обращаться там в директ. Я им написала, и они мне выслали данные сюжеты. Вот. Вот этот набор называется «Осенний этюд», а вот этот набор называется «Мухоморчик». Они такие красивые. Изначально сроки проведения СП были с 25 октября по 25 ноября. Я успела вышить вот этот осенний этюд, но не успела вышить мухоморчика. Я его успела только начать. Но потом они его продлили до Нового года. И вот мухоморчика я тоже успела завершить. Вот смотрите. Это фирма «Искусница», еще раз повторяю. Очень легкие схемы, очень просто вышивать. Возможно, кто-то скажет, что это вообще детские сюжеты, это даже не школьного, а детсадовского возраста, да, но мне так нравится. И так как я имею мало опыта вышивки, делать бэкстич для меня, скажем так, это особое испытание, но в этих сюжетах бэкстич, он такой простой. Это очень удивительно и очень быстро делается бэкстич. Единственное мое замечание, скажем так, вот если кто-то обратит внимание, там нитки разной толщины. Вот все-таки отсутствие опыта сказывается. Нужно было мне стараться выбирать нитки потолще, а я брала те, которые попадутся первыми в руки. Вот если бы были... Я брала более толстые нитки, видимо, вот таких просветов не было бы, наверное. Более плотные получились бы крестики. Но даже так мне очень-очень все нравится. Даже вот эта основа, которую кто-то вообще не принял бы, да, даже она мне очень нравится. Цвета такие приятные, шикарные. Я не могу не налюбоваться. Ой, мне очень-очень нравится. Вот, и я, получается, эти вышивки, эти сюжеты уже завершила. Но я хотела испытать и попробовать себя еще в вышивальном марафоне. Фирма Алиса, также в Инстаграм Алиса Крот Стич идет. Они объявили вышивальный марафон. Старт был 22 ноября, финиш будет 24 января. Вроде я не путаю, да, сроки. Вот, и там нужно было вступить в команду. Если есть знакомые вышивальщицы, можно было самостоятельно набрать команду. А если нет, там просто пишешь, что хочешь участвовать в вышивальном марафоне, и команду набирает в случайном порядке. И вот так получается, я попала в команду, и нужно было выбрать сюжеты фирмы Алиса. Я выбрала вот этот сюжет «Олени в осеннем лесу», потому что эта картина, она мне очень-очень нравится. Она такая яркая, сочная, и самое главное, здесь олени, они очень реалистичные. Я уже неоднократно говорила, что я живу в деревне, а сама я родом вообще из глухой деревни, которая посреди леса. У меня отец всю жизнь работал мастером лесозаготовительного участка. И вот он нам из леса приносил вот эти оленьи рога, потому что некоторые олени их скидывают. Бывает, что там или за дерево цепляется, видимо, или еще что-то. Но я не помню, чтобы папа приносил их парами. Он всегда, не то что всегда, но вообще за свою жизнь несколько раз приносил по одному рогу. Такие ветвистые, красивые, такие твердые. Вот. И как бы
я имею представление, какими олени выглядят в природе. Не на рисунках, а на самом деле. И вот здесь вот грациозность вот этого самца, такая встревоженность и легкость этой самочки, вот они, мне кажутся, очень натуральными, очень естественными. И я выбрала этот сюжет. Но немножко я огорчилась. Наверное, это тоже нужно высказать. Это вышивальный марафон, где нужно вышить максимальное количество крестиков. Если ты не успеваешь завершить сюжет к концу марафона, ты подводишь всю команду. При выборе сюжета, девочки, я ошиблась. Все-таки сказалось отсутствие моего опыта. Вот опытные вышивальщицы уже при первом взгляде на этот сюжет определили бы, что здесь большая мешанина цветов, и вышивать данный сюжет будет совсем нелегко. Девочки, я ошиблась. Я выбрала сложный сюжет для вышивки. Тут постоянно нужно менять ниточку. Тут большая мешанина. Цвета яркие, красивые. Сюжет вообще прекрасный, восхитительный. Но все-таки я боюсь, что к концу марафона я не успею его завершить. Единственная моя надежда — это то, что приближается, уже наступают новогодние выходные, и то, что дети у нас уходят на школьные каникулы новогодние. То есть у меня будет больше времени для вышивки. Вот это моя основная надежда. Сейчас хочу вам показать то, что я вышила на сегодняшний день. В начале марафона у меня вообще было мало времени на вышивку, и я вообще очень-очень мало вышивала. Вот. Сейчас, я думаю, за праздничные дни я буду стараться уделить больше времени на этот процесс. Вот. Получается, да, видите, что это вот этот верхний угол у меня вышивается на сегодняшний день. Вот все мои активные процессы, девочки и, возможно, мальчики, если вдруг кто-то будет меня смотреть. И я хочу озвучить свои намерения на ближайшее время, то есть на 2022 год. Возможно, кое-что исполнится в первом полугодии. Я вообще не говорю там про зиму, да, про весну. Нет, все-таки вышивка — это дело продолжительное, лично для меня, потому что у меня, во-первых, времени бывает маловато, во-вторых, вышиваю я все-таки медленные, девочки. И, возможно, некоторые сюжеты у меня даже до конца года будут продолжаться. Так, самый основной и самый активный процесс, во всяком случае, до завершения марафона «Пою с Алисой», у меня будут эти олени в осеннем лесу. Вот этот сюжет. Затем все-таки я хочу добить вот эту арктическую ночь, полностью до конца вышить, сделать бэкстич, также сделать бэкстич на сцене из «Зимней ночи 2» и разместить их у себя дома. Так, далее хочу вам озвучить, что после них я хочу продолжить вышивание этих лебедей. Я не помню, говорила я, упоминала или нет где-нибудь, но у меня муж не совсем одобряет мою вышивку, мое увлечение. Он говорит, что я сама себе глаза порчу, зрение. Вот, ворчит, когда я сижу с вышивкой, поэтому, когда муж у меня дома, когда он отдыхает, я крайне редко беру вышивку в руки. В основном занята чем-то там или вязанием, или выкладкой алмазной мозаики, чем-нибудь другим. А когда вяжу, в основном туда не смотришь, уже автоматически просто вяжешь. А тут как-то я сижу, я уже не помню, что я вышивала, что-то там вышиваю, подходит мужик, говорит, что вышиваешь? Я говорю, вот это, вот это. Он говорит, а где лебеди? Я говорю, какие лебеди? Я про них вообще уже забыла. 100 лет назад их засолила, там затолкала куда-то и забыла.
Я говорю, какие лебеди? Он говорит, у тебя же лебеди были. Ты же говорила, что их вышьешь там в спальне на стену повесишь, что будет красивая картина. А я забыла, девочки. Мне было так стыдно перед мужем. Я говорю, ой, спасибо, что напомнил. Я-то перед это... Я вообще забыла про них, про этих лебедей. Вот он мне их напомнил. Получается, после всех зимних сцен я буду вышивать этих лебедей. Я хочу их все-таки до конца вышить и повесить на стену нашей спальни. Девочки, тут у меня рукава видны в кадре. Я прошу прощения. У меня такая привычка отворачивать рукава одеждой. Не могу я, если мне что-то мешает. У меня вот так постоянно такие рукава. А сегодня у нас очень холодно, морозы, в доме чуть-чуть прохладно, поэтому я уже одела кофту и, как обычно, рукава вывернула. Вот такая у меня привычка, то ли хорошая, то ли дурная. Так, идем дальше. После них я буду вышивать после лебедей этого котенка, эту непоседливую девочку с большим бантом на шее. Обязательно буду вышивать. Далее я вышью это озеро с беседкой, с розовыми клумбами, со сказочной тропинкой. Потом у меня дальше пойдут мои пионы. Потому что, насколько вы все обратили внимание, вот кроме оленей в осеннем лесу, где преобладают коричневые, рыжие, такие оранжевые цвета, во всех остальных сюжетах у меня идут синие, голубые цвета, да, котенок вообще в сером цвете. А здесь тоже больше зеленых и голубых цветов. И мне охота же всего яркого. Если где-то что-то мне будет надоедать, тем более, что здесь рисунок нанесен на канву, и его даже между заботами быстро-быстро можно вышивать, я буду стараться приложить больше усилий для вышивки пионов. Когда я смогу до конца вышить пионы, девочки, я прекрасно знаю, что многие говорят, что 14 каунт это крупный каунт. Девочки даже на 16, 18, там 20 каунтах вышивают. У меня пока еще такого опыта не было. Возможно, когда-нибудь будет. Для меня на сегодняшний день 14 каунт он самый оптимальный и самый удобный. Но иногда бывает, что так устаешь, приходишь с работы, глаза ничего не видят даже на 14 каунте. Но есть желание посидеть, повышивать, это для нас релакс, это для нас отдых, да, и я думаю, что при таких ситуациях я все-таки буду вытаскивать этот райский сад, 11 каунт, и буду его вышивать. Вот так. Такие у меня намерения на предстоящий год. Сейчас всех вас еще раз хочу поздравить с наступающим Новым годом. Всего вам хорошего, крепкого здоровья вам, вашим близким, вашим родным, дорогим вам людям, вашим любимым. Пусть ваши мечты исполняются, пусть в ваших домах всегда будет покой, уют. Пусть у вас будут комфортные условия для занятий любимым хобби. Всем вам я хочу пожелать мирного неба над головой, крепкого здоровья, гармонии в семье, достатка в доме и, конечно же, исполнения желаний и прекрасного новогоднего настроения.